Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Гость из Восточного Королевства. Рамзан Кадыров провел встречу с послом Саудовской Аравии. Какую оценку дал почетный гость, увидев республику в нашем выпуске? По законам шариата. Дали такое благословение на открытие этого офиса. У нас на Северном Кавказе порядка 5,5 миллионов клиентов. В Грозном появился исламский офис. Какие услуги он будет предоставлять, расскажет наш корреспондент. Удобно и тепло. Многодетные семьи из Ведучи провели в жилье газ. Рамзан Кадыров провел встречу с послом Саудовской Аравии Рахманом Сулейманом Аль-Ахмедом. Почетный гость прибыл в регион в рамках Кавказского инвестиционного форума и уже успел ознакомиться не только экспозициями представителей Северного Кавказа, но и полюбоваться самой республикой. О деталях встречи расскажет наш корреспондент. Масштабный Кавказский инвестиционный форум привлек множество предпринимателей, бизнесменов не только со всей Российской Федерации, но и из других дружественных стран, в частности с Ближнего Востока. Рамзан Кадыров лично встретился с послом из Саудовской Аравии Рахманом Сулейманом Аль-Ахмедом, который высоко оценил организацию форума в Чеченской Республике и поблагодарил за очень теплый прием. Король Энтон, наследный принц Мур, Халму Вадузон, так Барковые, Суховайта, Наварна Дон, Силочи Дон. الحمد لله هم بخير وبصحة وعافية ونقول لهم ديك دو الحمد لله موكش مشبوط السلام مارشال ده تشويقية تيش دون شو دلات خير شو فورم دون ودحر يشوش فورم دون شو اشتون ريسل هردو على يقون فورم دون دام الله يوريشك دون خي دون تولى حوصة دون سود سيارة دون مصر بوصل تك رودين دون مصر بوصل تك لري يشو دون دون شو تيجر تك بشوية دونه بقينا دقنشنا زير برخص جتهم وتصدرنا بيش ديرنا بيش حبوش قين دو تحط حدايش دون أعطون دوكسي دون إقتصادي فورم بيركب خير دون فبوش مبالغ تحتيش دون أشكر لارمين بتشاي أحكي شيء خلوش توموت سدوا توندز ودوخ زيادة كريه يقتل يوم كونفرنس ده لا تر توم جنس دول سلتي كونفرنسي قاش ميخليو من الكونفرنس هي دقة دقة راشدنا قدرنا شريه دوخ بتشاك شيء بحكي بيزنس مان شبريه تون حبوش دول سلتي خزر بشكل عام توني كونفرنس سوم بوش دول سلتي نقطة شو هي كوكازة هي شورت متجيو انستيتي شيء تاخذ بوب لا شنو فرق تو يو بوب زكونيا وشتي انت شورتيه افضل متك شو شيء السعوديه هي نو ويدين كرله او دوات في ويدين كرله السعوديه تولي بيستلو شيء تك شو هي هنز اشتاق يش بولنيقه انستيتي شكرور تك اشتي تدول شو هي برنامج بعد يشتغل عاملين الشركة هي وين مظهر السعودية يوم بيرسونال كيوريز هي نير داخل يعني إقتصادي يعني مصر أوري بتشاطي كل يوم بركل هون لا نخلو بتشاهية هم بوش دوش هذا اللي حوش دو تودك دوش دو ويحل هو دون يولين تاع بريك شد دون يوش كل يا دون إيش دوشو مينيستير دونه كل يا دون استعبوا بدأ دي هذا تخدم كيمي شو حوش ناس ونطلع دين دو سورتي شو خزية وقبول نوتشي شيء إشتسون نص معه يشتغل درجة حوشل دينا صديقي لينا بين يرتي يتسق حلوة هنية تقدر عالم دينا سومي لمشية
بزيارة كثير من المناطق صدق نا ورش قدير بدأتر نصنا يلقي نقطة شو جايتنا وسأعود لزيارتها مع عائلتي قريب ثم يلاشا بيرو أوتوس لو تناش سيمي أتفوز يهوا دعام إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله Посол передал главе региона ценные подарки. Рамзан Кадыров сразу выделил им почетное место в своем кабинете. كعبة اللي هو الذي ينصب كعبة بالماء. السر أول خير شو مين أتيليا وهو يحب الخيل فأحضرت له سرج الخيل. طول ما سنة خاهم جول خسيتي جول فوكشة هذا سرج الخيل وهو دست يعني ما شاء الله تعال ما شاء الله. ويستخدم أيضا بعضها لنقل Гость успел посетить некоторые достопримечательности Чеченской Республики и был поражен красотой природы, выстроенной инфраструктурой и доброжелательными гражданами. В частности, народы объединяет общая религия. Посол был восхищен существующими и строящимися мечетями. Прогуливаясь по улице, он постоянно слышал азан, призывающий на молитву. По его словам, гражданам королевства было бы интересно нанести туристический визит в регион. Чиновники также сделали фотографии на память. إن شاء الله. أنا شاكر لكم على هذه الزيارة وبلغوا السلام والتحيات للقيادة. وأهنئوا مرة أخرى بنجاح المنتدى. تخلصوا نيوخوت عمبرتوا على ديكتلا صدق كونفرنسي ديكتشك يا لنا حديم الواقع. ولكن أجل دحر يشخل دات سمود يونا أتصل ديك غوش. هذا ما سمعته من كثير من سونا أسبوع دات إذا بخبوا بحيش وقاني على تخيل يومينية. وسنعد ونحضر السنة القادمة. يوش يوش توريوش طيوه وشو غادر عشان تزورونا يعني مستعدين نعمل مؤتمر كل سنة. Рамзан Кадыров лично проводил посла из Саудовской Аравии и передал наилучшие пожелания. Глава региона уже давно поддерживает тесные отношения с руководителями ближневосточных стран, являясь важным фактором во взаимоотношениях их государств с Россией. Адам Магомедов, Маусар Хаджиев, Харан Абдулаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести Чеченская Республика. Кавказ. Новая точка роста – одна из тем, которую обсудили на Кавказском инвестиционном форуме. Открыла круглый стол первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики министр Хадижа Кадырова. В своем докладе она рассказала о немалых достижениях региона, в том числе и в туристической сфере. Только за 2023 год республику посетило почти 400 тысяч человек. Это на 30% больше, чем в предыдущем. Это не единственный показатель, в которых регион добился внушительных результатов. Рада приветствовать вас в солнечной Чеченской Республике, где невероятной красоты природы перекликается с скоростью исторической родовой хватки, где старинные горные поселения с архитектурными памятниками плавно перетекают в современные села и города, где гостеприимство не просто вежливость, а священный бог каждого чеченца. О своей прекрасной и горячо любимой республике я могу говорить без устали. И сегодня здесь затрагивая тему туризма, хотя относительно и молодого, но одного из самого перспективного и развивающегося сектора экономики вместе с министром Чеченской Республики по туризму Муслимом Бадазиром мы расскажем нам о наших успехах в данном направлении. Туризм – важная отрасль мировой и российской экономики, оказывающая значимое воздействие на социально-экономическое развитие и благополучие многих регионов. Индустрия туризма для Чеченской Республики в последние годы стала одной из наиболее динамично развивающихся форм торговли услугами. Значение туризма для региона постоянно растет. К наиболее существенным преимуществам туристской сферы Чеченской Республики относится ее выгодное географическое расположение и благоприятные климатические условия. Богатое культурно-историческое наследие соответствует мировым стандартам локального туризма. Для Чеченской Республики, безусловно, приоритетом является развитие туристской отрасли и выведение ее на качественный новый уровень. В целях увеличения туристской привлекательности и популяризации региона на постоянной основе принимается участие в крупных туристских мероприятиях, международных выставках, проводимых Российской Федерации за рубежом. Проводятся межрегиональные форумы, рекламные туры бизнесменов, туроператоров, СМИ и тревел-блогеров. Чеченская Республика
форумом. Особое внимание уделяется активным видам туризма, таких как пешие походы и джип-туры. География таких активных мероприятий расширяется с каждым днем. Центрами наибольшего интереса туристов являются уникальные мечети республики, достопримечательности городов Болотного, Аргуна, Шали, озеро Казинояна, живописное Аргунское ущелье, спортивно-туристский комплекс Покровские водопады, база Архитей, культурно-этнографический музей под открытым небом Щелбин и множество других. Особо стоит отметить город Норковых, ЦОЙ-ПД, один из крупнейших среди метрополей на Северном Кавказе. На сегодняшний день разработаны и функционируют 175 туристических маршрутов в Чеченской республике. Ведут свою деятельность 73 коллективных средств размещения и 18 компаний по развитию туризма. Динамика туристского рынка региона свидетельствует о тенденции роста числа туристов, посещающих Чеченскую республику. По итогам 2023 года общий туристский инвестиционный фонд Чеченской республики составил 392 499 человек, увеличение на 30,5%. Количество обслуженных экскурсантов за 2023 год 162 575 человек, увеличение на 34,3%. Количество принятых туристов за 2023 год 229 924 человека, увеличение на 28,3%. Доля валовой добавленной стоимости туристской индустрии валовой региональной добычи Чеченской республики по итогам 2022 года составляет 4,3%. Абсолютная цифра за 2021 год 12 миллиардов 264 миллиона 400 тысяч рублей, за 2022 год 13 миллиардов 694 миллиона 600 тысяч рублей, увеличение на 11,6%. Оборот объектов общественного питания за 2023 год составил 18 миллиардов рублей, увеличение на 12,5%. Доходы коллективных средств размещения на 2023 год 1 миллиард 140 миллионов рублей, увеличение на 15%. В завершении хочу отметить, что в современных экономических условиях при наличии санкций со стороны недружественных государств по отношению к Российской Федерации наступил момент переосмысления, переориентации и смены ориентира на развитие внутреннего туризма и туристских услуг для граждан нашей страны. В этот день обсудили также роль молодежи в формировании экологической повестки региона. В Чеченской республике молодые люди активно задействованы в волонтерских сообществах. На территории субъекта зарегистрировано более 20 общественных организаций. Мы безгранично рады, что нам выпала возможность принимать на гостеприимной чеченской земле всех тех, кто заинтересован в развитии и укреплении дружеских и партнерских взаимоотношений, готов к сотрудничеству и диалогу во имя мира и благополучия человечества. Наше решение сегодня – будущее всех последующих поколений. И от того, какое наследие мы им оставим, зависит качество их жизни, их благополучие и возможность дальнейшего развития и процветания. Как все мы знаем, в период военных действий флоре и фауне республики был нанесен колоссальный ущерб, что в свою очередь отразилось на социально-демографической ситуации в целом. Именно поэтому еще на этапе восстановления разрушенной республики наш первый президент Чеченской республики, Герой России Ахмат Хаджи Кадыров, поставил наравне с ключевыми направлениями вопросы обеспечения экологической безопасности населения и улучшения экологической ситуации. Современная республика, благодаря личной поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и политике, проводимой Героем России главой Чеченской республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, является одним из самых динамично развивающихся субъектов страны, где созданы благоприятные условия для жизни населения, привлечения инвестиций и реализации стратегических проектов, в том числе в сфере экологии. В целях экологической реабилитации проведены соответствующие работы на 5 водных объектах общей площадью 1150 гектаров и завершается расчистка Сунжинского водохранилища. Также в рамках поддержания экологической стабильности, сохранения популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и животных созданы 4 новые особо охраняемые природные территории регионального значения категории «Памятники природы». Ведется работа по созданию национального парка Даймок общей площадью 22 400 гектаров.
Для обеспечения экологической безопасности за период с 2015 по 2023 годы ликвидировано и рекультивировано более 50 объектов накопленного вреда окружающей среде. Возвращено в хозяйственный оборот почти 290 гектаров загрязненных земель. Улучшены экологические условия проживания для более чем 480 тысяч человек. В результате активных мероприятий только в период с 2021 года обеспечена ликвидация 467 мест скопления мусора и отходов. В 2022 году в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в республике были построены 4 мусоросортировочных комплекса обработки твердых коммунальных отходов мощностью 270 тысяч тонн в год, что также положительно повлияло на экологическую обстановку. Впервые за последние 40 лет были проведены работы по лесоустройству установления границ на территориях всех 15 лесничеств республики общей площадью 352 700 гектаров. В целях восстановления погибших и поврежденных лесов, а также их биологического разнообразия с 2013 года проведены мероприятия по лесовосстановлению на общей площади 9623 гектара. За последние 10 лет на землях лесного фонда республики не допущено возникновения ни одного лесного пожара. Немаловажную роль во всех положительных изменениях республики сыграла поддержка населения, а именно молодежи. В республике вовлеченность молодежи в экологическую повестку значительно расширилась и вышла на качественно новый уровень. Именно волонтерский труд помогает эффективнее решать задачи, стоящие перед любым государством. Развитие волонтерства способствует становлению гражданского общества, положительно влияет на социально-экономическую ситуацию в республике. На сегодняшний день в республике действует более 20 общественных, некоммерческих, добровольческих организаций. Наиболее популярными среди них являются патриотический клуб «Путин», молодежное движение «Ахмат», добровольческие и патриотические центры ВИТА, волонтеры Победы и патриоты Чечни, региональное отделение «Молодая гвардия Единой России», некоммерческие и благотворительные организации «Зеленое золото» и «Хайра». Волонтеры участвуют во всех значимых мероприятиях республики, охватывая практически все сферы жизни. Активно принимают участие в ежегодных субботниках по уборке парков, скверов и зон отдыха, а также в благоустройстве территорий, прилегающих к водным объектам и посадкам зеленых насаждений. Особое внимание в республике с раннего возраста уделяется экологическому воспитанию и образованию подрастающего поколения. Так, в 35 организациях дополнительного образования функционирует 365 кружков по экологии, где занимаются около 30 тысяч детей. Только за последние 3 года в 3 вузах республики подготовлено и выпущено более 200 молодых кадров по 6 направлениям подготовки в сфере экологии, которые достойно трудятся в целях сохранения окружающей среды. Также студентами вузов и молодыми учеными написано и опубликовано более 250 научных статей и работ. Кроме того, на базе образовательных организаций реализовано 12 проектов в сфере экологии, которые также получили признание на различных площадках. Представители молодого поколения из числа школьников, студентов и работающей молодежи являются основными участниками всероссийских акций, таких как «Сад памяти», «Бум-баттл», «Вода России», «Зеленая Россия», «Экологический диктант», региональных акций «Чистый город», «Живи лес», «Очистим планету от мусора», «Чистая вода», «Посади дерево». За последние 10 лет только с участием молодежи в республике высажено более 1 миллиона саженцев деревьев различных пород. Благодаря активно принимаемым мерам руководства региона, а также слаженной работе Института гражданского общества, волонтеров и органов власти республика является лидером по ликвидации несанкционированных свалок и объектов накопленного вреда в рамках проекта «Чистая страна». Также в национальном экологическом рейтинге, проводимом Общероссийским общественной организацией «Зеленый патруль», наша республика по итогам 2023 года заняла 7-е место, поднявшись за 5 лет на 12 позиций. Кроме того, по итогам реализации плана мероприятий по проведению в 2017 году года экологии, Чеченская республика вошла в тройку победителей среди всех субъектов России. Спустя 2 десятилетия не только жители республики, но и весь мир видит, что путь Ахмата Хаджи оказался верным и справедливым. Его наставления, его пример, его подвиг еще больше сплотили наш народ.
Сегодня мы видим, что подрастающее поколение и население в целом активно участвует в защите окружающей среды, способствуя тем самым сохранению благоприятной экологической обстановки, вносят свой весомый вклад в развитие и процветание нашей Родины. Уверена, что проведение Кавказского инвестиционного форума в городе Грозный послужит дополнительным скачком развития всех сфер и отраслей экономики, а также укреплению и налаживанию сотрудничества между регионами Российской Федерации. В селе Хойведенского района состоялось открытие современной воркаут-площади для оздоровления людей всех возрастов. В мероприятии приняли участие почетные гости: министр спорта России Михаил Дегтярев, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров и другие должностные лица. А здесь также присутствуют молодые ребята, которые регулярно занимаются воркаутом и обучают этому младших. Чиновники отметили регулярность подобных открытий. Это, по их словам, способствует привлечению большого числа желающих улучшить свое тело и здоровье. Министерством спорта России проводится очень большая работа по популяризации комплекса «Готов к труду и обороне», к строительству новых площадок в регионах России. Наш президент Владимир Владимирович Путин дал нам всем указания к 30 году довести число активно занимающихся физкультурой и спортом до 70%. В Чеченской Республике все делается для достижения этой цели. И вот сегодняшняя новая площадка тому пример. Всего в России у нас 10,5 миллионов человек уже сдали, точнее не сдали, а выполнили нормативы комплекса ГТО. И эта цифра будет только расти. Площадка предоставляет каждому из нас возможность заботиться о своем здоровье, усовершенствовать физические навыки и вести активный образ жизни. Объект оборудован специальными тренажерами, предназначенными для выполнения разнообразных упражнений. Установленные здесь тренажеры представляют собой 14 различных наименований оборудования. Особенностью данной площадки является ее доступность для всех возрастных категорий, от детей до пожилых людей. Здесь каждый найдет что-то для себя, чтобы поддерживать свое здоровье и хорошее настроение. Обеспечение населения лучшими условиями для занятия спортом является одним из приоритетных направлений в деятельности главы региона, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Кавказский инвестиционный форум завершил свою работу. 3 дня Грозный был центром притяжения для представителей различных сфер деятельности. Северный Кавказ предстал для гостей ближнего и дальнего зарубежья как регион, в котором можно и нужно вкладывать свои инвестиции. О том, как прошел последний день в экспоцентре, расскажет Валентина Гусевская. Третий заключительный день Кавказского инвестиционного форума был не менее результативным. Наряду с участниками его посетили высокопоставленные чиновники региона, среди которых председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов, спикер парламента региона Шаид Джамалдаев и генеральный директор Республиканского спортивного клуба «Ахмат» Али Кадыров. Они осмотрели стенды регионов на площадке «Стройкар Экспо». Хотел бы сравнить, что как смогли сработать наши коллективы, чтобы мы, в конце концов, перешли на управляемое пастбище, потому что, в принципе, успех в этом. На круглом столе «Устойчивое развитие территорий в контексте региональных климатических обсуждений» рассмотрели влияние климатических изменений на различные регионы России, стратегии адаптации и смягчения последствий, а также роль государственных и частных инициатив в обеспечении устойчивого развития. Значение мастер-планов для комплексного развития территорий обсудили на форуме. Помощник президента Российской Федерации по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев заявил, что у Кавказского инвестиционного форума должен быть дом, и это Грозный. Форум состоялся. И также хочу выразить слова благодарности главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову, потому что без него форум был бы не форумом, это тоже надо отдать должное. Дальше все те гости и само правительство, которое почти в полном составе приехало, оно тоже дало свой фон. Поэтому в целом я считаю, что очень на благоприятных таких началах было все. И сейчас вот постфактум уже в последний день форума сегодня
Я специально свою сессию поставил на последний день, чтобы оценить все, что было, и как бы можно было потом подвести такой краткий итог своих соображений. Я, если честно, в таком восторге. Такое приятное чувство у меня. Я считаю, что, во-первых, давно нужно было этот форум организовывать. Есть сейчас два мнения, что форум должен быть в каждом субъекте. Есть одно мнение, что у форума должен быть свой дом. Мое мнение убежденное, что у форума должен быть свой дом. Этот дом должен быть в Грозном, потому что тот уровень, ту планку, которую мы сейчас задали, этот тон, фон, вряд ли кто сможет действительно дальше нести, потому что задел очень большой. На площадке форума были заключены ряд взаимовыгодных договоренностей. В выставочном центре «Экспо» на форуме состоялась церемония подписания меморандума между Министерством здравоохранения Чеченской Республики и обществом с ограниченной ответственностью «Philips». Его подписали министр здравоохранения региона Адам Алханов и директор по взаимодействию с государственными общественными организациями компании «Philips» Георгий Данилов. Сотрудничество сторон предполагает повышение доступности лечебно-диагностического процесса, повышение эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения. Предусматривается повышение качества высокотехнологичной медицинской помощи и профессионального уровня медицинских работников. Сегодня в рамках Кавказского инвестиционного форума мы подписали меморандум соглашения о взаимодействии с большим технологическим гигантом, как Philips. И уверен, что сегодняшнее подписанное соглашение позитивно окажется на качество оказанной медицинской помощи в нашем медучреждении. Сферы, которые коснутся именно компании Philips, это цифровизация сферы здравоохранения и обучение медперсонала с тяжелым оборудованием, обращение с тяжелым оборудованием. И уверен, что это позитивно скажется на качестве медицинской услуги. Уже сейчас можно сказать, что Кавказский инвестиционный форум вошел в историю как одна из эффективных площадок для налаживания контактов и заключения взаимовыгодных договоренностей, которые повлияют на развитие Северного Кавказа в целом и Чеченской Республики в частности. Валентина Гусевская, Сайцели Мампукаев, Вести, Чеченская Республика. В Грозно появился офис Исламского банка Сбера. Он будет работать исключительно по нормам шариата и позволит решать повседневные финансовые задачи, не нарушая установленные каноны ислама. Чем еще отличается данная система от традиционной, расскажет Рамзан Абуев. 3, 2, 1. Офис запущен. В духе инновационности Сбербанка с нажатия виртуальной кнопки на сенсорном экране торжественно открыли первый исламский офис на Северном Кавказе. И взять кредит и не нарушить нормы шариата мусульманам действительно непросто. Классические банки занимаются ростовщичеством, что противоречит религии. Однако все это позади. В данном исламском отделении банка все организовано и оформлено по всем принципам шариата. Исламский банкинг, это милость Всевышнего Аллаха, потому что это божественный смысл, который заложен Всевышним Аллахом в Священном Коране. Он благодатен для всех, и для государства, и для населения. И просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он наделил нас своей милостью, и чтобы этот исламский банкинг развивался. Чеченская республика стала одним из пилотных регионов по внедрению исламского банкинга в России. В частности, он предполагает отказ от судных процентов, спекуляций, азартных игр, инвестирования в производство табака и алкоголя. Уже до открытия отделения выдано 1300 карт по исламскому финансированию. Благодаря нашему уважаемому главе Герой России Рамзану Ахматовичу Кадырову в рамках его обращения на федеральный уровень была проведена очень большая, кропотливая работа, чтобы мы сегодня могли с вами присутствовать на этом мероприятии. В частности, были внесены соответствующие изменения в федеральные правовые и нормативные акты, после чего проведена огромная работа создания межведомственных рабочих групп и, наконец, в ряде нескольких регионов создали пилотные проекты. Созданы уютные рабочие зоны, отличающиеся от классических. Такой инновационный формат офиса. Дизайн-концепция также отличается от традиционного сберовского. О персонале тоже не забыли. Для них шили униформу с этническими и религиозными элементами. Продвигаем исламские продукты, такие как карты и вклады, исламское финансирование в качестве ипотеки. Нравится абсолютно все, потому что, во-первых, сказать прекрасные просто коллеги, и офис, как вы видите, тоже очень красивый.
Будут предоставлять и сопутствующие услуги. В меню кофейни более 10 позиций кофе и чая, а также вода, зам-зам из священного источника. Рядом расположен магазин сувенирной продукции с символикой Сбера. Также можно приобрести монеты в подарок. Особенностью офиса является то, что вся информация здесь дублируется на чеченском языке. Например, на этом стенде представлена история ислама России на 2 государственных языках республики. Также можно увидеть выставленный Коран, датируемый 1911 годом. Офис будет обслуживать физических и юридических лиц. На банковской полке представлены продукты партнерского финансирования. Ипотека Мурабаха, Сберкарта, Адафа, текущий счет Амана, халяльные инвестиционные инструменты и многое другое. Рассчитываю, что этот рынок развивается, этот рынок высокопотенциальный. И это доказано практикой, потому что мы еще не открыли офис, а уже продукты востребованы. С завтрашнего дня у нас открывается офис в полном объеме, будет порядка 15 продуктов, уже предоставлять нашим клиентам. Это очень востребовано и очень нужно. Мы, когда приезжаем сюда, вот сейчас проходит Кавказский инвестиционный форум, и один из главных вопросов, когда открываете офис исламского финансирования, когда мы готовы. Поэтому я считаю, что это очень потенциально. На Северном Кавказе более 5,5 миллионов клиентов и порядка 127 тысяч юридических лиц, которые пользуются услугами банка. Продукты данного офиса доступны не только мусульманам, но и всем остальным, независимо от их религиозных убеждений. Рамзан Абуев, Аслан Ахматов, Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. Еще один дом многодетной семьи, проживающей в селе Ведучи, провели газ сразу после заявки. Реализуется данная работа по программе дегазификации. Далее продолжит Турпал Али Тайсумов. В семье Магомадовых живут 5 человек. Газа в доме не было с момента постройки жилья. Теперь все обстоит иначе. Полезный ресурс будет поступать беспрерывно. Отец семейства Халим рассказывает, раньше много времени уходило, чтобы просто поддерживать тепло в доме. Теперь достаточно нажать на кнопку или зажечь спичку. А постоянно газ подключен, короче, температура, одинаковая температура комнате. Рамзан Хаджина, короче, баркалари, Азбания, дуершат дерк, масула, масу метельшки, дересил, эльчресил, масу руководство, накондай, мелячуна, баркал, дересил, дальсидейл. Поздравить семью с поступлением голубого топлива в дом пришли сотрудники регионального филиала «Газпром» газораспределения Грозный. Они отметили большую поддержку, оказанную региональным руководством в программе дегазификации населения. К слову, в ходе Кавказского инвестиционного форума было отмечено лидерство Чеченской Республики в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина. Мы более 1 миллиона, 1 087 000 домов довели газ до границы земельного участка. И сегодня в рамках... Мы на первом месте, да? Чеченская Республика на первом месте по количеству построенных, именно подключенных домов. Особое внимание горно-туристическим кластерам: Мамисон, Ведучи, Галанчош, значит, Эрзи, Горд, да. И этой работе уделяем особое внимание. Очень хочу сказать спасибо, Михаил, за ваше решение по созданию единых операторов теплоснабжения и с компенсацией с федерального бюджета межтарифной разницы на 5 лет. Сейчас этот проект начал работать в Дагестане, в Северной Осетии, Алании. Вчера обсудили это и главой Чеченской Республики. Спасибо за вашу поддержку. Прочитав дуа, собравшиеся подали полезное горючее в дом. На этом план дегазификации одного из высокогорий Тумкалинского района выполнен. И причем с одним нюансом. Голубое топливо проведено по всему селу Ведучи с опережением графика. На карте муниципалитета показаны места с перспективными газораспределительными сетями. Они также помогут довести тепло в каждый дом. Турпал Али Тайсумов и Саид Али Ампукаев. Вести. Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.